Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова на балконе концертного зала Удмуртской филармонии. И сегодня у нас в гостях лауреат международных и всероссийских конкурсов, главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова и дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии Димитрис Батинис. Прежде чем мы начнем наш разговор, разрешите поздравить вас с почетным званием. Буквально вчера вышел указ. Вы стали лауреатом премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2020 год. И мы поздравляем вас с этой государственной наградой. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы, вот согласно Википедии, греческо-российский дирижер, но родились в Москве. Кто ваши родители? Мои родители музыканты. Это выпускники Московской. Мой папа выпускник Института имени Гнесиных, Московской консерватории, Ленинградской консерватории. Мама выпускница Института имени Гнесиных. Мой папа грек, мама россиянка. Я родился в Москве, вырос в Греции. Вернулся в Россию, в Санкт-Петербургскую консерваторию в 2006 году. Выпустился в 2011 и с тех пор работаю в Москве и с другими оркестрами в городах России в качестве приглашенного дирижера. С 2015 года являюсь главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской филармонии и параллельно как приглашенный дирижер, как я уже говорил, с разными оркестрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Но вернемся все-таки к детству. Смотрите, первое профессиональное образование вы получили в Греции, в Патрах. Да. Это была консерватория. Это консерватория в том смысле, как это мы понимаем в России и в Германии, как высшее учебное заведение, или это уровень вот как бы колледжа? Да, это уровень училища. Ну, если это колледж, то же самое. Среднего профессионального образования, совершенно верно. Где да. Вы получали профессию скрипача. Скрипач, да. Я закончил как скрипач, получил диплом. А потом решили все-таки продолжить образование именно в России. Да. Почему? Ну, потому что с Россией у меня связано очень многое, и родители, и вообще я воспитывался в русских музыкальных традициях, потому что мой педагог по скрипке, он тоже выпускник Московской консерватории, у которого я учился с самого детства до окончания учебы как скрипач. Дирижированию я начал учиться не после этого, а во время этого. Дирижированию я начал учиться, когда мне было 14 лет. Начал учиться у отца. И, соответственно, это было тоже в русских музыкальных традициях, поэтому для меня это был очень естественный процесс возвращения в ту страну, где я родился, и в ту страну, из которой с детства я получал музыкальное влияние, если можно так сказать. И между тем, вот вернувшись из Греции в Россию, все равно ведь вы столкнулись с разными системами музыкального образования. Были ли какие-то сложности, когда вы из Греции приехали вот в Петербург? Именно профессионального образования? Нет, я бы не сказал, что были сложности профессионального образования. Были скорее даже не сложности, а просто некоторое время ушло на то, чтобы привыкнуть. Но мне кажется, что все-таки это время было не таким длинным. Я достаточно быстро привык. Я уже 15 лет живу в России. А если считать те 2 года, когда я был ребенком, то получается 2 тогда плюс 15 сейчас, 17. Ну да. Так что уже контекст совершенно полжизни до сих пор, ровно половина. Ну, вообще, круги музыкантов, мы все живем на планете Земля, так или иначе пересекаются. Это совершенно верно. Это совершенно верно. Наш язык универсален, и на основе этого мы как раз-таки имеем возможность, и это очень важный момент, сближаться и объединяться путем этого универсального прекрасного языка. Да. И даже коллеги наши,
когда-то были вашими сокурсниками. Я не знаю, помните вы или нет вашего товарища по курсу Андрея Гордеева. Да, конечно, знаю. Мы Он- только что с ним общался. Да, 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 да. да. Он Мы вместе дирижер учились. нашего симфонического Знаю, оркестра. То знаю, есть вот да. так или иначе наши пути все равно пересекаются. Скажите, пожалуйста, вот недавно, буквально 6 марта, ваш педагог Юрий Симонов праздновал 80-летие. 4-го. Ну, а концерт был тоже 4-го. Тоже 4-го. Ну, дело в том, что он в запись уже был выложен, и почему-то новости разошлись как 6-го. Хорошо, 4 марта. Понятно, да. Но это был парад дирижеров, и в качестве тех музыкантов, учеников своих, да, тех, кто продолжает его традицию, он выбрал вас. Ну, там Не было только. 4 дирижеров. 5. Да. Вы были в числе этих дирижеров Да. молодых, и вы завершали Да. концерт. Да. Вот завершать концерт — это очень почетно. Это Какие у почетно. вас отношения с Юрием Ивановичем Симоновым до сих пор? Продолжаются ли они как учитель и ученик, Конечно. или это уже партнеры, Ну, соперники? как вам сказать, партнеры, нет, ну, соперники точно нет. Партнеры — это сложно говорить, потому что все-таки отношения педагога и ученика, или профессора и ученика, каким бы ни был ученик, может быть, он уже закончил, не знаю, получил оркестр, получил звание, получил все, можно, но все равно педагог, он будет всегда педагогом. Это никуда от этого, и это, в этом ничего плохого нету, в конце концов. А тем более, когда есть большая разница в возрасте. Если бы мы были близки по возрасту, то там еще можно было бы что-то на эту тему рассуждать. А когда, более того, мой папа, когда учился в Московской консерватории, он учился у Юрия Ивановича Симонова. Понятно, у вас наследственные Поэтому уже это мой, традиции. я его, получается, ну, внук по профессии, можно сказать. Наверное, любимый. И у нас, конечно, до сих пор очень теплые отношения, и я продолжаю быть дирижером оркестра Московской филармонии до сих пор, несмотря на то, что я уделяю много времени и гастрольным поездкам, и своему оркестру, прежде всего, в Кисловодске. Поэтому, но тем не менее, я продолжаю консультироваться и с Юрием Ивановичем, и продолжаю держать связь с тем оркестром, в котором, в общем-то, я воспитывался, потому что я, когда закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, меня Юрий Иванович сразу взял ассистентом в Москву, и там я сделал свои первые профессиональные шаги. Надо сказать, что я вас впервые увидела именно за пультом оркестра Московской филармонии. 4 марта. Нет, это раньше? было раньше, да. Понятно. Я уже тогда заприметила вашу манеру, очень легкую, полетную. Мне стало интересно за вами последить. И поэтому мне было приятно, что и вы вошли в число вот тех дирижеров, кого Симонов отобрал для своего юбилейного концерта. Вы играли там симфонические танцы. Да. Почему? Это выбор Юрия Ивановича. Это его. Да, Юрий Иванович полностью выбрал программу, составил ее, как он считал нужным. Я думаю, что он отталкивался, конечно, от того, что в большей степени подходит каждому из нас, потому что он нас очень хорошо знает. Я могу говорить только за себя. Должен сказать, что симфонические танцы Рахманинова — это одно из моих любимых произведений, и Юрий Иванович, как никто, это очень хорошо знает. Поэтому этот выбор очень меня порадовал. А вообще палитра произведений ваших — это что? Вот какие произведения вы чувствуете, что вот это вы можете себя выразить ярче через них? Есть такие? Сложно выделять что-то на самом деле, потому что я стараюсь углубляться во все, что я делаю, и стараюсь влюбляться в тот репертуар, который в тот или иной период я дирижирую. Ну, конечно, есть, например, позднеромантический Вот. репертуар, который Кажется, я... что это ваше. Да, но при этом я обожаю Бетховена, например. Понимаете? То есть сложно вот прямо вот сделать какое-то такое вот разделение между вот это я люблю, а вот это я не люблю.
Надо все-таки уметь дирижировать, Все. мне кажется, все. Просто другой вопрос, что, может быть, даже Бетховена интереснее продирижировать с позиции, скажем, позднего романтизма. Интереснее прийти к Бетховену через эти традиции. Или нет? Ну, я стараюсь все-таки Бетховена не дирижировать в позднеромантическом стиле. Я стараюсь видеть в каждом композиторе то, что ему, этому композитору, как мне кажется, было бы близко по манере исполнения, я имею в виду. Опять-таки, мы тогда не жили, мы не можем стопроцентно говорить, как это должно быть, но есть определенные стили, есть вещи совершенно объективные. Конечно. Все, надо идти. Надо идти. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, наше интервью прервалось внезапно по очень хорошему поводу, потому что именно в эти минуты Владимир Владимирович Путин награждает, или во всяком случае выходит на прямую связь с лауреатом премии президента Димитрисом Батинисом. Вы видите, что на сцене остались инструменты, только что оркестр окончил репетицию, а мы ждем вечернего концерта. Вот там, я надеюсь, Димитрис Батинис нам и продемонстрирует все мастерство своего музыкального таланта.